Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости, главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 72 копейки, за евро 70 рублей 54 копейки. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 63 рубля 62 копейки, продает Россельхозбанк за 64 рубля 13 копеек. По евро в покупке лидирует Восточный банк, это 70 рублей 48 копеек. Продает выгоднее всего Россельхозбанк за 70 рублей 85 копеек. Дмитрий Медведев обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и руководством «Единой России» идеи обновления трудового законодательства. Речь идет о высказанных премьер-министром в ходе пленарного заседания Международной организации труда идеях. Тогда глава Кабмина, в частности, озвучил инициативу о сокращении рабочей недели до 4 дней. Предполагается, что на ряде предприятий, задействованных в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», введут 4-дневку в качестве эксперимента в ближайшее время. Алроса подвела итоги первого года работы комплекса Верхнемунская. Из карьера Заполярный добыто почти 1,5 миллиона каратов алмазов, включая несколько уникальных камней ювелирного качества. Его глубина на данный момент составляет порядка 30 метров. За год план по алмазодобыче перевыполнен и составил 1 миллион 400 тысяч каратов вместо запланированных 1 миллиона 300 тысяч. В настоящее время на Верхнемунском месторождении работает 250 человек. Также привлечены специалисты Удачнинского ремонтно-специализированного цеха. Жителям аварийных домов могут начать предоставлять льготы по ипотечным кредитам. О такой инициативе Минстроя рассказала замглавы ведомства Татьяна Костарева. Сейчас разрабатывают подпрограммы по капремонту ветхого жилья, степень износа которого более 70%. Это будет делаться за счет граждан. При этом регионы смогут устанавливать в своих нормативных актах дополнительные гарантии для собственников жилья, у которых нет иного помещения для проживания. Это может быть компенсация ставки по ипотечному кредиту и иные субсидии, пояснила замглавы Минстроя. Также, по ее словам, предлагается предусмотреть целевое назначение для использования земельных участков, на которых находятся ветхие дома. А Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками. Более подробную информацию расскажет моя коллега Нургуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, какова будет минимальная ставка? Кристина, минимальная ставка на покупку квартиры в новостройках по программе для зарплатных клиентов банка составит 7,1%. Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство России выделит 15 миллиардов рублей на модернизацию дорог в 36 регионах. Дополнительные средства пойдут на финансирование отдельных объектов в крупных городах и городских агломерациях. В рамках программы «Цифровая экономика» правительство России направит 3 миллиарда рублей 13 пилотным регионам, которые внедряют цифровую модель образования. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей в 1700 школах, а также на создание систем комплексной безопасности. Кроме того, с учетом фактической потребности регионов будут перераспределены деньги для выплат семьям, где рождается третий и последующие дети до достижения ими 3 лет. Перераспределение коснется 21 региона. Определены даты 6-го Восточного экономического форума. Он пройдет со 2 по 5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Как отмечают организаторы, за годы работы форум стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Каждый год здесь собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. А выставка «Улица Дальнего Востока» стала визитной карточкой форума, которая знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов Дальнего Востока. Напомним, что Якутия подписала на полях 5-го ВЭФ 45 соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей.
Госбюджет Якутии сохранит свою социальную направленность в 2020 году. На эти цели предусмотрено 80% бюджета региона. На социальную сферу и поддержку муниципальных образований, основными расходами которых является выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, предусмотрено порядка 145 миллиардов рублей. Главной целью бюджетной политики на ближайшие 3 года является сохранение стабильности ситуации при обеспечении долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы региона. Инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в поставках сжиженного природного газа из Якутии. Как отметили в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, планируется увеличить объемы производства и найти стратегического партнера в проект. Уже прошли переговоры с потенциальными партнерами из Сингапура, Китая, Республики Корея. Участок межсопочный горнорудного комплекса Нижнеякокитский в Алданском районе Якутии с начала сезона добыл 840 килограмм золота и превысил план на 350 килограмм. На данном участке в этом году была введена схема рециркуляции растворов. Это позволило дополнительно извлечь из ранее отработанного штабеля 25 килограмм золота. В компании «Селегдар» сообщили, что в ближайшей перспективе на узле раздельной переработки руды планируется произвести техническое перевооружение. Еще одно месторождение рудного серебра обнаружили в Кобяйском районе Якутии на участке Кюнкюнюр. Как считают специалисты, его минеральный состав аналогичен первому месторождению, вертикальному. Его уже осваивает компания Silver Bear Resources. Владельцем лицензии на поиски и оценку месторождений рудного серебра на участке Кюнкюнюр является компания НГМК «Капитал». Длина рудоподводящей аномальной области более 3000 метров, ширина до 500 метров. Здесь выделены 2 рудные зоны и галенитовая жила. Содержание серебра в жиле оценивается в пределах от 2500 до 14 тысяч грамм на тонну. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, тебе слово. Нургуяна, спасибо. Об экономической ситуации в стране нам рассказала Нургуяна Иванова. Мы продолжаем. Официально ледовые переправы через Лену еще не открыты, но отчаянные автомобилисты уже прокладывают тропы по льду. Ежегодно из-за таких несанкционированных переправ страдают люди и автомобили. Поэтому каждый год сотрудники ГИМС отправляются в рейд, чтобы предостеречь автомобилистов. Наш корреспондент Александр Хавренко также находится там, и он на прямой связи со студией. Саша, приветствую, тебе слово. Приветствую, Кристина. Мы сейчас находимся на переправе Хатас-Павловск. Переправа еще официально не открыта, но, как ты правильно отметила, уже есть люди, которые пытаются переправиться по Лене на тот берег. Пока это единичные случаи, там 1-2 машины. И вот совсем недавно прошел очень отчаянный молодой человек, который в одиночку пошел на ту сторону. Почему люди так рискуют, непонятно. А самое главное, что это же не просто так. За это может последовать наказание. И о том, как наказывают таких людей, нам расскажет Александр Орлов, инспектор якутского ГИМС. Давайте, Александр, ну вот что происходит, почему люди так поступают и что им за это грозит? Ну, отчастую, может быть, это связано с тем, что люди сейчас не могут переправиться. Другого доступного метода нету. Есть у нас метод, это переправление на воздушных подушках существующих, но не у каждого человека есть определенный суббота, чтобы переправиться. И люди, вот рискуя и плевая на свою собственную безопасность, пытаются переправиться своими силами. Что зачастую, конечно, неправильно и подвергает что себя риску, что своих близких. А когда все-таки официально откроется переправа, когда можно будет ходить и ездить, не боясь? Ну, ориентировочная дата назначена на 20 ноября, а там уже будет, конечно, это более дата будет фигурироваться от состояния льда, насколько он промерзнет, насколько будет готово подготовительной работе к ледовой переправе. Большое спасибо. Ну вот, то есть остается буквально неделя, может чуть больше, и переправа будет официально открыта, поэтому, уважаемые автомобилисты, уважаемые пешеходы, отчаянные люди, потерпите немножко, не подвергайте свою жизнь и свое здоровье опасности. Кристина? Саша, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко. Перейдем к чрезвычайным происшествиям. В Якутске раскрыли кражу холодильника. Хозяйка бытовой техники рассказала полицейским, что не живет в квартире, откуда была совершена кража, и бывает там только изредка. Подозреваемым оказался 20-летний горожанин. Подробности расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, зачем мужчина совершил кражу? Да, Кристина, полицейские выяснили, что в тот вечер подозреваемый был
был в гостях у своей мамы. И когда вышел покурить на лестничную площадку, он увидел, что на одной из квартир висит навесной замок. Он сорвал его и украл холодильник. Полицейским он объяснил это тем, что у его мамы холодильник был сломан. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следком продолжает расследование уголовного дела в отношении заместителя мэра города Якутска и его сообщников. Василий Гоголев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Его сообщники, представляющие интересы компании «Утум Инвест» Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова, обвиняются в посредничестве в получении данной взятки и пособничестве в превышении должностных полномочий. В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, в том числе обыски, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Напомню, что судом были удовлетворены ходатайства следователя о продлении меры пресечения в отношении обвиняемых. Карамзин и Гоголев останутся под стражей до 5 февраля. На этот же срок продлен домашний арест для Самсоновой. Расследование продолжается. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления. В ручье Кобяйского района выявили высокий уровень загрязнения после опрокидывания бензовоза. В Министерстве экологии Общественный совет обсудил ущерб от разлива нефтепродуктов, который произошел в результате опрокидывания бензовоза на ручье Карантин в Кобяйском районе в апреле 2019 года. Общественная экологическая комиссия отобрала пробы воды и почвы, по результатам которой выявили по двум показателям экстремально высокий уровень загрязнения и по одному показателю очень высокий уровень. По итогам совещания было решено провести повторную встречу в феврале 2020 года с руководством предприятия, которому принадлежал бензовоз. Также в марте следующего года Министерство экологии республики проведет анализы почвы и воды на месте разлива. В дежурную часть полиции в Верхоянском районе с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил из его автомобиля ценные вещи. Общий материальный ущерб он оценил в более 20 тысяч рублей. Полицейские установили ранее судимого за имущественное преступление 43-летнего безработного мужчину. Подозреваемый выпивал, а когда алкоголь закончился, он решил совершить кражу, чтобы выручить денег на продолжение пьянки. В одном из дворов он приметил машину, заднее стекло которой было повреждено и закрыто пенофолом. Злоумышленник порвал материал и проник в салон, откуда украл набор ключей, 3 колеса, 2 канистры с маслом и компрессор. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Международный уголовный суд в Гааге приговорил полевого командира из Демократической Республики Конго к 30 годам тюрьмы. Боскон Таганда признан виновным в военных преступлениях, убийствах, вербовке детей в солдаты и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Срок самый длительный из всех, что назначал этот суд. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. Бывший командир повстанческой группировки из Демократической Республики Конго Боскон Таганда, известный также как Терминатор, признан виновным по 18 эпизодам. Это военные преступления, в том числе жестокие расправы с гражданским населением, совершенные им и его подчиненными. Список злодеяний огласил председатель Международного уголовного суда в Гааге Роберт Фремер. На счету Нтаганды убийство, изнасилование, сексуальное порабощение детей, вербовка в солдат и подростков моложе 15 лет, массовые казни мирных жителей. Все эпизоды относятся к 2002-2003 годам. Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, отсутствие смягчающих обстоятельств и степень личной вины Нтаганды, судебная коллегия сочла, что он не заслужил пожизненного заключения. Совокупный срок, определенный вам по приговору, составит 30 лет лишения свободы. Вы можете сесть. Нтаганда – первый, кого Международный уголовный суд в Гааге признал виновным в том, что он обращал людей в сексуальное рабство. 30-летний срок – самый длительный в истории этого суда. Но Терминатору зачли 6 лет, которые он уже провел под стражей. Он добровольно сдался правосудию в 2013 году, явившись в посольство США в Кигали, столице Руанды, откуда он родом. Как полагают некоторые политические аналитики, бывший полевой командир опасался покушения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Кристина, на этом у меня вся информация. Благодарю тебя и наших зрителей за внимание. Юрий, спасибо. Красочное природное явление наблюдали накануне жители итальянского города Генуя. Над поверхностью Лигурийского моря образовались несколько массивных смерчей, рассказывает Артем Сторонов.
Впечатляющие смерчи появились днем в четверг над Лигурийским морем у побережья Генуи на севере Италии. Гигантские воздушные воронки на фоне зловещих городских пейзажей смогли запечатлеть на видео местные жители и туристы. Президент региона Лигурия Джованни Тотти написал у себя в Твиттере, что запланированное на четверг шоу фейерверков, которое должно было состояться на площади Пьяцца де Феррари, будет перенесено на другой день из-за странной погоды. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, такие водяные смерчи обычно не связаны с грозами. Они образуются при сравнительно хорошей погоде у темного плоского основания растущих кучевых облаков. Двух бывших сотрудников Twitter в США обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию. По данным следствия, они продавали личные данные пользователей Эр-Рияду. Минюст США в среду обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Как считает следствие, они собирали личные данные пользователей и передавали их представителям королевства за вознаграждение. Кроме того, обвинения были предъявлены саудовскому гражданину. Иск был подан в суд в Сан-Франциско. Газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на материалы дела, сообщила, что третий фигурант работал на королевскую семью и был связан с наследным принцем. Именно Мухаммед бин Салман, как считают американские спецслужбы, вероятно, отдал распоряжение об убийстве оппозиционного Эр-Рияду журналиста Джамаля Хашогги, произошедшем в Стамбульском консульстве королевства в прошлом году. Согласно материалам дела, один из бывших сотрудников Twitter в 2015 году неоднократно получал доступ к аккаунту одного из главных критиков саудовской королевской семьи и имел возможность видеть адрес его электронной почты и номер телефона. Подобные действия были обнаружены и в отношении других саудовских оппозиционеров. Бывший сотрудник социальной сети был арестован в Сиэтле. Двое других фигурантов, по информации Минюста США, находятся в Саудовской Аравии. Вашингтон-Пост утверждает, что это первый случай публичных обвинений властей королевства в шпионаже на территории Соединенных Штатов. Житель города Арара на севере Израиля вот уже более 20 лет, несколько дней в неделю совершает полуторачасовую поездку в Иерусалим, чтобы покормить птиц и кошек возле мечети Аль-Акса. Как только Гасан Юнис появляется возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, его сразу же окружают стаи кошек и голубей. Такое зрелище практически каждый день могут наблюдать прихожане и местные жители. Юнис приносит животным изрядную порцию корма, птицам зерно, а кошкам колбасу. Все эти птицы и звери приходят только когда знают, что я здесь. Это настоящий дар Божий, и я этим занимаюсь уже больше 20 лет. На добрые дела у 71-летнего Юниса уходит немало времени. Сам он живет в небольшом арабском городе Арара на севере Израиля, и дорога до Иерусалима занимает примерно 1,5 часа. Тем не менее, он приезжает покормить животных по меньшей мере 5 раз в неделю. Раньше я привозил сладости и еду для стариков. Каждый, кто меня встречал, кто приезжал в мечеть, стар или млад, всегда что-нибудь от меня получал. Но потом я переключился на птиц и кошек. Жители Иерусалима даже прозвали его Абу Хурайра, что в переводе с арабского означает «отец котят». Так звали одного из сподвижников пророка Мухаммеда, прославившегося своей любовью к кошкам. Юсуф же говорит, что в обозримом будущем прекращать свою деятельность не собирается. Самые популярные отпрыски династии Виндзоров появились на публике вместе с супругами. Подробнее Елена Островская. Герцогиня Сассекская Меган впервые посетила поле поминовения у Вестминстерского аббатства. Вместе с супругом принцем Гарри ее высочество в четверг присутствовали на церемонии, которую ежегодно проводят в преддверии Национального дня памяти жертв военных конфликтов. Впервые кресты с красными маками установили у Вестминстера в 1928-м, к десятилетию окончания Первой мировой. Тогда их было всего 2. В этом году поле у аббатства было усыпано 70 тысячами крестов. Принц Гарри, служивший в рядах британских войск в Афганистане, в 7-й раз присутствовал на церемонии. Здесь же должна была находиться супруга его отца, принца Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла. Однако она слегла с бронхитом.
Брат Гарри, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин в этот день принимали участие в благотворительном обеде, который проводила National Emergency Trust. Организация занимается экстренной помощью жертвам бедствий на территории страны. Уильям и Кейт пообщались с пострадавшими во время страшного пожара в Гренфелл Тауэр 2 года назад, а также с представителями спасательных служб, в том числе и с четвероногими. Это были мировые новости на Якутии 24. Алданские каратисты готовятся покорить новую вершину. Вскоре они отправятся в Японию на мировой чемпионат по карате. Базовой техникой приемов и тактикой бросков ребята меряются с каратистами на мировой арене не впервые. Сейчас на тренировке находится наш корреспондент Татьяна Вахнина, и она на прямой связи со студией. Татьяна, приветствую. Что говорят участники грядущих соревнований? Кристина, привет! Каждое движение наполнено глубочайшим философским смыслом на тренировке по карате Докио Кишункай. Алданская федерация карате была образована 6 лет назад. Сравнительно недолгая деятельность наполнена большим количеством достижений. В октябре ребята побывали в Биробиджане на дальневосточном первенстве по карате Докио Кишункай и завоевали бронзовые и серебряные медали. Вот что до тренировки рассказал нам председатель Федерации карате, тренер юных спортсменов Антон Ильин. Это был первый старт крупный и, конечно, определенный уже другой мандраж, другой уровень. И сейчас мы будем стараться исправить, улучшить подготовку. Для этого и была поездка в город Биробиджан. Дважды мы ездили на боевые сборы в Нерюнгри, то есть каждую неделю. На этих выходных мы проводим клубный турнир для родителей, чтобы дети находились именно в спортивном тонусе, психологически были готовы. И там уже остается меньше 12 дней до первенства мира. Следующим пьедесталом для алданских ребят станет мировое первенство, которое пройдет в ноябре в стране восходящего солнца. В преддверии важного старта на тренировках приходится выкладываться полностью, говорит участник будущих соревнований Арсений Куликовский. Арсений, как настроение? Отлично. Ты же в Японию едешь не в первый раз. Нет, второй. Я первый раз ездил туда, в 4-м бою проиграл за выход в 4-ку. Сейчас волнуешься? Да, потому что надо приехать с призами. Спасибо большое, Арсений, и удачи тебе. Карате Докио Кишункай у алданских ребят и девчонок пользуется популярностью. В настоящее время в федерации порядка 100 человек. Самым юным спортсменам едва исполнилось 2 годика, а старшие подходят к совершеннолетию. Кристина. Татьяна, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Татьяна Вахнина. Завтра в Москве состоится турнир UFC Fight Night 163. Россиянин Забит Магомеджарипов сразится с американцем Келвином Каттером. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, как идет подготовка бойцов? Кристина, приветствую. Забиту осталось согнать 4 килограмма, но, судя по социальным сетям, наш спортсмен подходит к этому бою в отличной форме, несмотря на болезнь. Также отмечу, что этот бой возглавит турнир в Москве, но об остальном по порядку. Добрый день! В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Российскому бойцу абсолютного бойцовского чемпионата UFC Забиту Магомедшарипову осталось согнать 4 килограмма для того, чтобы войти в весовую категорию. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен. Магомедшарипов 9 ноября проведет бой против американца Келвина Каттера. Поединок возглавит турнир UFC в Москве. Изначально поединок должен был пройти на турнире в Бостоне. Однако бой был перенесен из-за болезни россиянина. В активе Забита 17 побед и 1 поражение. На счету Каттера 20 побед и 3 поражения. Турнир UFC в Москве пройдет 9 ноября. В Москве состоялась презентация домашней формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма, которую сделала компания Adidas, выполнена в красном цвете с белым воротником. На рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Форма вратарей не претерпела изменений. Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над сборной Кипра в матче отборочного турнира. В заключительных играх
Россияне встретятся с командами Бельгии 16 ноября и Сан-Марино 19 ноября. В турнирной таблице группе «А» подопечный Черчесова занимает второе место, набрав 21 очко. Лидируют бельгийцы, опередив нашу сборную на 3 очка. Грозненский «Ахмат» сегодня проведет домашнюю встречу против екатеринбургского «Урала». Матч откроет программу 16-го тура российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Первую половину сезона можно считать удачной для клуба из Екатеринбурга, хотя они идут 9-ми в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. В последних 5 играх во всех турнирах «Урал» одержал 2 победы, потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл в ничью. «Ахмат» идет на предпоследней строчке в турнирной таблице. «Ахмат» имеет 1 победу в 5 последних играх РПЛ. В последних 5 встречах между командами в рамках чемпионатов России по футболу «Урал» трижды добивался победы. Дважды был зафиксирован ничейный результат. Всего команды провели между собой 17 матчей, в 7 из которых выиграл «Урал». На счету «Ахмата» 4 победы. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал петербургский «Зенит» на 200 тысяч рублей по итогам домашнего матча против ЦСКА. Болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику. Они зажгли несколько петард и несколько фаеров. Также была запущена ракетница. А это расценивается как бросание. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросали монеты на поле. Помимо этого, они скандировали нецензурные выражения. Также по итогам этого матча ЦСКА был оштрафован на 70 тысяч рублей за использование пиротехники. Тренер армейцев Виктор Анопко получил личный штраф в 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. 2 домашних матча сборной Ирака по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года перенесены в Иорданию из-за акций протеста, проходящих в стране. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирака. По словам главы Федерации футбола Ирака, с инициативой переноса выступила ФИФА. Ближайший матч сборной Ирака сыграет 14 ноября с командой Ирана. В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Первые митинги проходили мирно, затем быстро переросли в столкновения с полицейскими и военными. За месяц беспорядков в стране погибли около 300 человек, 11 тысяч пострадали. Олимпийская сборная России по хоккею, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, уступила немецкой команде со счетом 3-4 в стартовом матче Кубка Германии. Соревнования проходят в немецком Крефельде. В Кубке Германии участвуют 4 команды – Германии, Швейцарии, Словакии и Олимпийская сборная России. Победитель определится по итогам кругового турнира, где каждая команда проведет друг с другом по 1 матчу. В следующем матче Олимпийская сборная России сыграет с командой Словакии, а хоккеисты из Германии встретятся со швейцарами. Обе встречи пройдут 9 ноября. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства. Его кандидатуру единогласно поддержал Совет учредителей ВАДА, заседание которого прошло в минувший четверг в польском городе Катовице. Банька был единственным кандидатом на пост президента ВАДА. В январе его большинством голосов поддержал Совет Европы. Поляк вступит в должность 1 января. Баньке в октябре исполнилось 35 лет. Он бывший легкоатлет. 1 раз принял участие в чемпионате мира. Министром спорта и туризма Польши был назначен в 2015 году. Срок его президентских полномочий будет рассчитан на 3 года, после чего он сможет быть избран на новый срок. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Кристина, у меня на этом все. Тебе слово. Андрей, спасибо. Перейдем к другим темам. Год театра в России не сбавляет оборотов. В Москве увидели первую якутскую музыкальную комедию «Те-это-бит» по одноименному произведению Николая Неустроева. Премьера в Якутске состоялась 2 года назад, и вот теперь труппа Республиканского театра оперы и балета презентовала постановку в столице страны. Как встретили спектакль, что удивило москвичей и иностранцев в первую очередь, и с какими трудностями столкнулись сами актеры при подготовке. Все подробности в материале Максима Кардозу. Арии на якутском языке, элементы тойока и невероятный колорит. В Москве снова необычная премьера. Якутский театр оперы и балета привез на фестиваль «Слышать музыку» комедию под названием «Поспешивший». И новинку от нашего театра в столице ждали с нетерпением. В
Москве уже ходят легенды о шикарных голосах, которые работают в Якутске, живут. Ну, просто богат край, видимо, вокальными силами. Поэтому тот князь Игорь, который показывал 2 года назад театр на новой сцене Большого театра, до сих пор легенды слагаются, как это было здорово. Музыка вашего народа, которую я сейчас слышала, прекрасна. Она великолепна. А вас, я считаю, алмазами на своей якутской красивой земле. Сегодня московская публика знакомится не только с якутской оперой, но и с бытом народа Саха. Здесь, на сцене, воссоздан балаган начала 20 века. Здесь можно увидеть и традиционный камелек, и чороны, и вот нашу якутскую мебель. Не только музыка Владимира Ксенофонтова, но и точные детали сценографии захватили зрителя с первых же минут просмотра. Как только вот открылся занавес, вот этот вот быт дореволюционный, он очень хорошо передан. Ну вот я не знаю, кто художник-постановщик, но я вижу, что очень отлично, хорошо сработали. В основе спектакля якутская комедия Николая Нестерова про пройдоху Ивана, который узнает от знакомого о смерти жены и тут же идет свататься к другой женщине. Исполнитель главной роли Александр Донской готовился к воплощению своего героя 1,5 года. Говорит, в характер попал сразу, а вот над соединением оперного пения и якутской разговорной речи пришлось потрудиться. Якутский язык, он сам по себе горловой. Вот именно ее воспроизвести в оперном ключе было трудновато, но я нашел такую технику, ну, как сказать, дагорянь-ыры. И чуть-чуть оттуда взял, чуть-чуть отсюда, и нашел золотую середину, как сказать. И некоторые слушатели иногда удивляются, почему так человек оперный должен петь. Но у многих зрителей претензий к пению нет. Правда, возникают трудности перевода, даже если якутский – это родной язык. Костюмы, декорации, все прекрасно, но там все на якутском языке, потому что так как пьеса старая, 1925 года, потому что это в оригинальной они версии все это постановку делают. И поэтому некоторые якутские слова немножко устарели, которые сейчас в нашем мире его не используют уже. Но безупречное знание якутского языка совсем не обязательно, чтобы получить от этого спектакля удовольствие. Элеонор Сен-Лис-Ля-Фей – француженка, и трудности при просмотре совершенно ее не смутили. Я не специалист, но очень люблю оперу. И это первый раз я вижу такой спектакль. Мне очень нравится энергия, и смешно. Я, конечно, не понимаю сразу, я читаю, но все равно не нужно, потому что атмосфера есть, и все. И вот. Не обязательно все читать, а все обязательно понимать спектакль. Надо чувствовать, наверное? Да. Эксперты отмечают, на якутской оперной сцене появился новый жанр – национальной музыкальной комедии. И можно смело говорить, что он уже нашел своего благодарного зрителя. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. Наступают выходные, время отдыха и развлечений. Куда сходить и что посмотреть, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Культурные заведения республики приготовили много интересного для своих зрителей. На большой экран выходит продолжение одного из культовых фильмов, снятых по произведению Стивена Кинга «Доктор Сон», прямое продолжение романа и фильма «Сияние». События фильма происходят через 40 лет после жутких дней, что Дэн провел в отеле «Оверлук» в «Сиянии». Несмотря на то, что он все еще глубоко травмирован тем, что пережил в детстве, в душе он пытается создать некое подобие спокойствия. Но эта хрупкая видимость равновесия разбивается вдребезги при встрече с Аброй, храбрым подростком с удивительными сверхъестественными способностями и даром под названием «Сияние». Интуитивно догадавшись, что у Дэна есть такие же способности, девочка обращается к нему за помощью. Ей отчаянно нужна его помощь, чтобы противостоять безжалостной Роуз и ее последователям, истинному узлу, которые питаются сиянием невинных в попытках достичь бессмертия. Договорившись помогать друг другу, Дэн и Абра вступают в смертельную битву с Роуз. Чистая душа Абры и ее бесстрашное принятие сияния заставляет Дэна снова воззвать к собственным силам и бросить вызов страхам и пробудившимся призракам прошлого. Также на большой экран выходит российский мистический триллер «Девятое». Петербург конца 19 века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, и их изувеченные тела находят в разных концах города. Расследованием занимается молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин.
С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов поможет выйти на след убийцы. Девятое – необычное смешение жанров. Это и психологический, и мистический триллер, и ироничный комикс. Театр оперы и балета приглашает на постановку «Снежная королева». 12 ноября Якутская балетная школа имени сестер Посельских приглашает на балет-сказку «Снежная королева». В хореографии Александра Полубенцева, город Санкт-Петербург. В главных партиях учащиеся и студенты балетной школы: «Снежная королева» Аэлита Павлова, Герда Саяна Егорова, Кай Иван Матвеев, тролль Петр Портнягин, разбойница Алисия Пак. 10 ноября в спорткомплексе «Триумф» пройдет концерт одной из самых популярных российских групп последних 2 лет «Little Big». Это яркие представители практически вымершего на сегодня стиля рейв. Зрители ждут известные мелодии, в том числе полюбившийся всем хит «Скибиди». Мирнинский театр 15 ноября приглашает на спектакль «Скамейка». Триптих на тему любви для тех, кому за 30. Рассказ о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина, и что из этого вышло. Постановка Александра Свечникова по пьесе Александра Гельмана. Будет интересно как молодежи, чтобы взглянуть на отношения, которые предстоят им в будущем, так и тем, кто уже перешагнул юность, возможность, чтобы узнать себя. Нерюнгринский театр «Актеры и куклы» приглашает на спектакль «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи. Классическая детективная завязка, маленький английский отель, несколько постояльцев, снежный буран, отрезавший отель от всего мира, и, конечно же, труп в гостиной. Но это только начало. Агата Кристи так объясняла успех «Мышеловки». В этой пьесе есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям разных возрастов и вкусов. По мере того, как события разворачиваются, зрителю все время хочется знать, что же будет дальше. Но угадать, куда повернет сюжет в следующие несколько минут, очень трудно. По мнению авторитетного агентства BBC, «Мышеловка» – самый умный детектив из когда-либо сыгранных на сцене. Возможно, именно поэтому он не сходит с театральных подмостков уже более полувека. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Главный водный перевозчик Ленское объединенное речное пароходство сегодня отмечает сразу 2 юбилея. 125 лет с установления регулярного речного судоходства на Лене и 25 лет создания компании. Юбилейные мероприятия открыли торжественным заседанием в главном здании ЛОРПа. Подвели предварительные итоги навигации и отметили самые значимые события 2019 года. Как сообщил генеральный директор компании Сергей Ларионов, несмотря на сложную обстановку на реке, план по доставке грузов выполняется. Доставлено уже больше 1 300 000 тонн грузов. Кроме того, в этом году ЛОРП начал реализацию масштабного проекта по строительству высокотехнологичной жатайской судоверфи. У нас в этом году как никогда обмелела река Лена от самого Осетрова до устья, до Быкова мыса. И, знаете, вот такие аномальные явления, которые сегодня происходят в природе, они только закаляют наш коллектив. Закаляют для того, чтобы мы исполнили все свои, значит, обязательства перед грузовладельцами. И подтверждение работы этого года. В этом году забили первую сваю строительства завода, который происходит на территории Жатайской базы. У нас работы по строительству завода акционерная компания РОП выиграла тендер на нулевые работы на фундамент. Мы сейчас проводим работы круглосуточные. Это идет разработка котлована, ставим сваи, заливаем ростверги. В общем, нулевой цикл. Работы идут в 2 смены. Сегодня в столичном дворце бракосочетаний знаменательное событие. 50 лет совместной жизни отмечает семья Ноевых. Спустя полвека совместной жизни их брак был вновь зарегистрирован в якутском ЗАГСе. Сейчас с нами на прямой связи мой коллега Сергей Михедов. Сергей, приветствую, ждем от тебя подробностей. Да, Кристина, приветствую. Прямо сейчас мы находимся во дворце бракосочетаний, и здесь буквально с минуты на минуту начнется торжественная регистрация золотого брака, 50 лет совместной жизни. Сегодня 50 лет совместной жизни отмечает семья Ноевых, это Тимофей Васильевич и Нина Егоровна. Еще 1 декабря 1969 года они заключили свой союз. Ну и, конечно же, хочется сразу спросить, во-первых, поздравить Тимофей Васильевич, Нина Егоровна, поздравляем вас с этим знаменательным событием. Ну и сразу, конечно же, вопрос, наверное, который интересует всех наших телезрителей. В чем секрет долгой совместной жизни? Расскажите, пожалуйста, поделитесь. Спасибо за поздравления.
Ну, секрет очень простой. Надо просто жить в любви, согласии. И мы, люди советского периода, жили по канонам советского периода. Тогда совсем другие подходы были семейной жизни. И мы очень рады, очень счастливы, что дожили до такого большого события семейного. У нас 4 детей, внуков, 10 человек уже растут. Скоро будут правнуки, тогда будем мы полностью счастливы. Ну, вот такие замечательные слова. Я думаю, в принципе, нам секрет весь раскрыли. Ну, а я расскажу о том, что будет сегодня вручаться. Сегодня вручат приветственный адрес от главы республики. Сегодня вручат знак «Семейная доблесть». Также это событие будет включено в книгу золотых браков нашего города. Кристина, дальше тебе слово. Сергей, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Сергей Михедов. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 20 градусов, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В Ленске похолодало, минус 21, ветер 1 метр в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты минус 26, ветер дует 1 метр в секунду. А за окнами жителей Нерингри столбик термометра остановился на отметке минус 16, ветер в порывах до 4 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас минус 21, ветер 2 метра в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.